Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Снижение пенсионного возраста до 50 лет для мужчин и до 45 лет для женщин, живущих на Крайнем Севере, предлагает законопроект депутата Илтумен Александра Кашукова. Как объяснил свою идею сам депутат, это будет способствовать привлечению в наш регион молодых специалистов, людей в трудоспособном возрасте, у которых в дальнейшем появится перспектива досрочного выхода на пенсию. Север – регион с очень сложными климатическими условиями. Не секрет, что одной из гарантий сохранения и привлечения сюда трудоспособного населения остается такая льгота, как возможность получения досрочной пенсии, считает депутат Кашуков. На данный момент северяне имеют право выхода на пенсию в 50 лет. Это женщины, и в 55 лет для мужчин. Банковские счета малых предприятий теперь будут защищены системой страхования вкладов, так же как средства физических лиц и ИП. Законопроект об этом приняла во втором чтении Государственная Дума. Ранее поручение разработать такой документ правительству и Центральному банку давал президент Владимир Путин. После вступления закона в силу величина возмещения для субъектов малого бизнеса в случае отзыва лицензии у банка будет такой же, как у частных вкладчиков и индивидуальных предпринимателей – до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Сейчас в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только деньги физлиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как субъекты малого бизнеса, юридические лица, остаются незащищенными и испытывают серьезные финансовые проблемы, говорится в пояснении, опубликованном Банком России. Интернет-агрегаторы, не продающие самостоятельно товары и услуги, но получающие за них оплату, будут нести такую же ответственность перед потребителями, как и прямые продавцы, реализующие свои товары через сеть. Государственная Дума в третьем окончательном чтении приняла соответствующий закон, который вступит в силу с 1 января 2019 года. В российском сегменте интернета около 30 товарных сайтов-агрегаторов. Есть еще площадки с разными услугами, самые популярные из которых заказ такси, авиабилетов, бронирование отелей. Однако действие закона о защите прав потребителей до сих пор не распространялось на агрегаторы, и они не несли ответственность за качество товара и его доставку. Теперь ситуация изменится. Запрет на продовольственные товары западных стран в России продлен до конца 2019 года. Правительство Российской Федерации оформило своим постановлением продление действия продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. В середине июля президент Владимир Путин продлил на этот же период действие своего указа о продуктовом эмбарго. Напомним, указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции, глава государства подписал 6 августа 2014 года. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. 10 миллионов кубометров породы вывезли за 2 года подготовительных работ с нового алмазного месторождения «Заря» компании «Алроса». Глубина карьера к настоящему моменту достигла 100 метров. До залежей кимберлитовой руды остается примерно 20 метров. Добыча драгоценных камней начнется здесь в следующем году. На проектную мощность 1 миллион 250 тысяч тонн руды в год месторождение выйдет в 2021 году. Его запасы оцениваются в 3,5 миллиона карат, стоимость которых эквивалентна 1 миллиарду долларов. Работу ведет Айхальский горно-обогатительный комбинат. Алмазы нового месторождения заместят запасы трубки «Комсомольская», потенциал которой близок к исчерпанию. О проблемах с отправкой багажа из аэропорта Шереметьево сообщила компания «Аэрофлот». В связи с перебоями в работе системы транспортировки багажа аэропорта Шереметьево возникли проблемы, связанные с отправкой багажа пассажиров, вылетавших из аэропорта или следовавших через него транзитом, говорится в сообщении авиаперевозчика. В компании также отметили, что сотрудники аэропорта делают все возможное, чтобы восстановить систему доставки багажа, и напоминают пассажирам о необходимости сохранять полетные документы, а именно посадочные и багажные талоны. Сумма материнского капитала может вырасти на 17 тысяч рублей с 453 до 470 тысяч с 1 января 2020 года, а в 2021 году подняться до 489 тысяч рублей. Правительство России рассматривает возможность возвращения механизма индексации этого вида выплат. Напомним, что размер материнского капитала перестал индексироваться в 2016 году. Тарифы сотовых операторов могут вырасти на 10%. К этому приведет увеличение затрат компаний из-за закона Яровой. Об этом сообщило информационное агентство Рейтер. Общие доходы операторов мобильной связи по итогам прошлого года составили 1 триллион 740 миллиардов рублей. Затраты на реализацию положений закона Яровой тройка основных российских компаний-операторов мобильной связи ранее оценивала в сумму от 40 до 60 миллиардов рублей для каждой.
В Минфине России появился дополнительный департамент, который займется противодействием западным санкциям. Структура будет взаимодействовать с иностранными государственными органами и международными организациями. Напомним о намерениях правительства страны создать специальный орган для помощи попавшим под санкции российским компаниям еще в апреле сообщал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Экономические меры воздействия на Россию западные страны впервые применили в 2014 году. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.